среди нас есть писатели на этой конференции. Хочу дать слово писателю, театральному режиссеру и вообще интеллектуалу Саид Магомеду Хачукаеву. Пожалуйста, Саид Магомед. Да. Теперь меня слышно, да? Теперь слышно. Да. Ладно, дорогие прибалтии. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Good day, американцы. Трогательная у нас встреча, и помимо того, что она трагическая такая, и с трагическую дату мы сегодня отмечаем, я скажу буквально несколько слов о своих личных контактах и то, что мне осталось от этого великого времени. Ну, так получилось, мне повезло просто, что я близко знал Джахара, Аслана, Яндербиева, и со всеми пришлось поработать, и со всеми пришлось на всех этапах нашей действительности, так сказать, пройти этот нелегкий путь. Ну, в этом плане повезло. Но их нет уже, и они все получают свой удел у Господа нашего в раю. В этом нет никакого сомнения. Вот. Я не могу в этом плане не вспомнить одну такую вещь от того, что я говорю, что вот нам повезло с ними, так сказать, быть знакомыми, быть соратниками. Вот. Но однажды у нас в городе во время Первой войны был шквальный обстрел, и огонь, полымя, там все живое выкашивало, стреляли бризантными снарядами, это вот, они, снаряды взрываются 20 метров над, 30 метров над землей, и вот эти игольчатые поражают. Но вот видите в мою руку, вот не было места, чтобы я приставил руку, и чтобы эта рука уместилась. Настолько плотный был огонь. Ну, теряли мы близких, знакомых, друзей, товарищей, родных. И однажды после такого шквального обстрела пронесся слух, что убит наш один хороший знакомый. И Ахмед воскликнул Закаев, говорит: нет, я не верю, что он погиб. Говорит, все говорят: почему? Ты видел? Нет, он говорит, он не такой везучий, говорит, что вы погибли, говорит, в этом бою. Вот так мы, вы меня если поняли, мы это те, которые невезучие, которые сегодня с вами делим эту конференцию, это невезучие. А они, которые ушли, они везучие. Им очень повезло. Очень повезло. Они встали за эту идею, они вышли в бой, и они на самом высоком таком взлете, финале таком сделали этот финал. Мы им завидуем. Я честно это скажу, все и друзья, и товарищи, которые со мной, я думаю, разделят, что мы им от сердца завидуем. Первое. Второе, мне хотелось бы, вот, наряду со всеми друзьями, которые здесь это отметили, поблагодарить наших прибалтийских друзей. Низкий поклон вам. Низкий поклон вам от имени всего чеченского народа. Я как председатель Совета старейшин Европы, я сегодня исполняю эту должность.
и от имени Совета Старейшин низко кланяюсь вам, друзья, братья, соратники. Я многих из вас знаю, которые приезжали к нам во время боевых действий, во время, когда мы налаживали мирный процесс. Потом, когда война эта, во вторую войну, в Грузию, когда приезжали, мы лично встречались со многими. Большое вам спасибо. И сегодня, когда вот каждый раз на конференции, на наших каких-то политических форумах, участие латвийских, литовских политиков, общественных деятелей делает наши форумы гораздо насыщеннее, гораздо богаче, гораздо информативнее для людей, которые слушают, находятся в этом движении сопротивления. Большое вам спасибо, друзья. Вот. Сегодня, говоря о Джохаре, не могу не вспомнить несколько эпизодов из нашей такой тогдашней жизни. Я Джохара знал задолго до того, как он стал майором, полковником, и был близко знаком с его братьями и семьями их братьев. Ну, скажу вам коротко, это были традиционные чеченские семьи, в которых кодекс чеченской семьи держался на очень высоком уровне. Это были очень хлебосольные, очень порядочные и очень интеллигентные люди. Когда в этот момент все, кто вот говорит о войне, говорит о таком героизме, там, патриотизме чеченского народа, очень мало говорят, да и вообще почти не говорят о предыстории этого. Мне кажется, это незаслуженным, очень даже незаслуженным. Почему? Потому что я считаю, это мое личное мнение, что для чеченцы очень не любят воевать. Очень они противники любой войны, любой ссоры. Если кто-то думает обратно, я дам ему времени со мной поговорить на эту тему. Я знаю свой народ. Мы очень не любим воевать и войну. И очень любую ссору, любое противостояние не любим. Самое большое для чеченца, которого уже положили на носилки и понесут на кладбище, собираются последнее слово о нем сказать. Так вот, самая высокая похвала для этого человека, который уже прожил жизнь, они говорят, этот человек, который лежит перед нами, не позволил бы себе перейти дорогу сопливому ребенку. Предыстория этой войны в двух словах. Я не знаю, второй такой, не то, что не знаю, у меня есть прецеденты, но это, извините меня, что для для цивилизованного сегодняшнего общества там это когнитивный диссонанс. То, что никто не хочет говорить об этом. Как это так? Террористы, экстремисты, такие ой-ой-ой-ой-ой-ой, и вдруг такое. Наверное, поэтому. Это сегодня можно говорить об Испании, там, а когда там их область какая-то нормально выходят, они отделяются спокойно, референдум, руки, митинг, все. А извините, а что предшествовало этой войне? Народ в едином выдохе, в едином строю, без единой капли крови, согласно всем юридико-правовым нормам, существующим на тот момент, как международным, так и внутрироссийским, выполняя шаг за шагом все, объявил о своей независимости, объявил о своем выходе, объявил о распуске Верховного Совета избранного, набрал новый Верховный Совет, то есть прошел все этапы
мы политически переиграли. Вот это был самый наш главный и самый существенный для всего мирового порядка бой. И мы его выиграли. И стыдно сегодня тем, кто сегодня именует себя мировой цивилизацией, Америки, Западу, которые нас 40 лет умоляли с начала опущения железного занавеса, умоляли во все щели, что называется, лезли там «Свобода», «Голос Америки», BBC, ИИСи, МОМУСи, КУКУСи, там выходите, бросьте эту Россию, выходите, вставайте, вы колония, вас грабят, вас уничтожают, у вас нет права, у вас ничего нет, вставайте. А когда мы встали, смирно встали, выразили, как самая демократическая и самая культурная нация в мире встали, нас кинули. Нас бросили в молох войны. Начали осыпать Россию миллиардами траншами. Германия 6 миллиардов, Франция 4 миллиарда. Немедленно Америка, даже Япония, находящаяся в войне с Россией, и то постаралась всунуть туда 2 миллиарда. Джохар великолепно знал эту политику, но отнюдь не был циником. Как вот многие политики, как сейчас вот Анна сказала, что эта женщина сказала, что извините, нам Россия важнее. Джохар не был этим циником в политике. Джохар был созидатель. Умница. Разбирался, как сказал Абдулла, во многих вещах. Я помню, был у меня один товарищ, он работал в правительстве. Джохар пригласил нас и говорит: срочно езжайте, у нас там с рыбой, с этим делами очень плохо, по международному закону. Мы имеем право, если мы 100 километров от моря ближе, то мы имеем право там построить порт, построить рыбный завод. Поезжайте, выберите место. И как он великолепно во всех этих, и точка, все продумано, четко, где, нигде, ничего переспрашивать не приходилось. Я пришел, говорю: Джохар, у меня проект какой? Я говорю: мы сделаем химический концерн, я знаю все, что у нас под землей. У нас столько, нам никакие заводы не нужны, нам ничего не надо. Мы этот миллион народа наш будем кормить так, что каждый можем яхты покупать. Он говорит: на бумаге можешь сделать? Я говорю: не вопрос. Через неделю он положил бумагу, он посмотрел, сколько надо денег, столько дадим. Вперед. Все. Все. Весь вопрос. Вот такой руководитель был Джохар. Вот такой. У России не было поставить рядом с ним человека. У России не было не то, что рядом поставить, посадить напротив него человека не было. И вот это была самая большая загвоздка России. Но Россия имеет конфликт не только с нами, она имеет конфликт вялотекущий с более чем 150 народов и национальностей, которые населяют эту Россию. Я думаю, что пример чеченцев не останется невостребованным. Вот. И заканчивая вот свое вот такое выступление разбросанное, я хочу еще раз поблагодарить прибалтов. Мы хорошо знаем вашу историю. И со времен царской России, и до, и с лесных братьев. И это не как комплимент, это просто констатация факта. Вы
были для нас примером, еще когда я был студентом в Ленинграде. Мы приезжали к вам в Прибалтику как за границу. И ваша сплоченность, и ваше вот уважение друг к другу, ваша вот эта вот высокая культура, которая вот есть в Прибалтике, у людей, ваших народов, это для нас было таким примером, и это для нас было таким, для подражания, таким, я не знаю, обстоятельствам, что мы завидовали вам. И сегодня тоже. Дай Бог вашим странам развития, дай Бог вам мира, дай Бог вам благоденствия. Большое вам спасибо за вашу поддержку и большое вам спасибо за участие в сегодняшней отметке этой трагической даты нашего первого и величайшего президента Джохара Дудаева. Спасибо вам, Саид. Вам спасибо. У Амината звук отключен. Аминат, у тебя микрофон отключен в любом случае, если ты говоришь. Ой-ой-ой. Извините, пожалуйста, я сама же его и отключила. Да, ты... Извините, я тут... Я просто хотела... Повторюсь тогда. Я хотела маленькую ремарку сделать по поводу слова «Прибалтика». Поскольку я здесь живу, в Вильнюсе, 26 лет общаюсь с литовцами, латышами, эстонцами, я знаю хорошо, что они не любят это слово и не используют его. И им не нравится, когда их друзья его тоже используют. Конечно, те, которые здесь не жили, они, может быть, этого не знают, но это слово приобретенное, вернее, использовавшееся советской властью и ими придуманное, поэтому я думаю, что нам нужно от него отказаться. И прибалты – это тоже их слово, поэтому будем лучше называть своими нужными словами. Спасибо, извините. Зиябы, хотел бы что-то сказать? Спасибо. Теперь у нас в нашей конференции принимает участие известный чеченский правозащитник Ахмед Гисаев. Он руководитель аналитического центра по правам человека. И в своей правозащитной деятельности сделал огромную работу. Он пишет, он помогает. Это было и в Чечении. И по той причине, что он занимается честной правозащитной деятельностью, которая не подвластна была той администрации, которая там сейчас. Он выехал оттуда и сейчас здесь живет на Западе. Хотела бы дать ему слово. Пожалуйста, Ахмад. Приветствую всех участников. Большое спасибо за организацию данного мероприятия, за возможность выступить здесь. Для меня это большое подспорье, поскольку для меня я был приятно удивлен тем, что на этом мероприятии представлены люди, которые так или иначе имеют отношение к очень высоким международным институтам. И одна из них, конечно, была Раса, депутат Европарламента, которой я хотел бы обратиться лично от себя, от своей организации, возможно, от правозащитного движения в целом, поскольку я занимаюсь в последнее время именно делами по экстрадициям, высылкам или депортациям чеченцев из Европы в Россию. Эти депортации, эти экстрадиции, они производятся. Что самое интересное, никаких доказательных баз о том, что люди
совершали какие-то противоправные какие-то деяния, в тех запросах, которые представляют сюда, вот в европейские страны, Россия, Генеральная прокуратура, если быть конкретнее, да, фактически не содержится. Так или иначе, эти материалы просто-напросто напичканы какими-то клише, да, вот какими-то вещами, которые не имеют к человеку абсолютно никакого отношения, да, вот они обильно как бы содержат информацию о том, вот какие страшные как бы экстремистские организации и так далее, да. Как правило, как я и говорил, несколько лет тому назад в этих материалах обнаруживаются, значит, признаки фабрикации, поскольку, значит, в представленных материалах так или иначе фигурируют как бы люди, на которых возможно воздействовать. Это лица из числа осужденных, это сами сотрудники, значит, силовых структур и так называемые скрытые свидетели, да. Вот посредством представления вот таких материалов, значит, эти люди, значит, выдаются туда. Статистика этих выдач и результаты этих выдач очень печален. У нас имеются люди, над которыми произведена несудебная казнь. Например, человек, выданный из Германии, Гадамаури конкретно, дело которого я представлял, который я защищал. И его доверенность у меня лежит вот здесь в шкафу, да. Он был, значит, впоследствии, после выдачи, он просто-напросто был казнен. Вот так. Что касается остальных, схема этих выдач, она, в принципе, состоит из следующего. Людей выдают из европейских стран, их, значит, в руки вручают в аэропортах города Москвы сотрудникам ФСБ, которые охраняют значит, которые там находятся в этих аэропортах, да. Эти же ФСБшники сопровождают этих людей в Гуантанамо, чеченской Гуантанамо, и потому что территория Чечни, это так или иначе, это территория чеченского Гуантанамо. Там можно сделать с человеком все, что угодно. Можно его пытать, можно убить, можно растерзать, я не знаю, там, или вообще человек просто-напросто может исчезнуть, да. Он сопровождается туда, да, и посредством пыток, посредством, собственно говоря, его же признания, этот человек в лучшем случае, как в деле, конкретно в деле Азамата Байдуева, над которым я работал, этот человек осуждается за то, к чему он не имеет никакого отношения. Что сказать о Западе? Вот тут я вот сегодня, например, услышал вот такие нотки, да, я их слышу всегда. Нас чеченцы пытаются упрекнуть в тех порядках, которые существуют на территории Чечни. Мы не можем принять эти какие-то упреки и обвинения. Мы возвращаем тем, кто нас хочет ими упрекнуть. Поскольку чеченцы не избирали Владимира Путина во власть. Чеченцы не платили прилежно налоги в бюджет Путину, да, для того, чтобы установить те порядки, которые там существуют. Мы знаем, кто это все делал. Чеченский народ, мы, чеченцы, защищали и сражались за свою свободу в то время, когда вся эта машина, да, возводилась. Вот. Это я делал маленькое такое отступление. Так вот, опять же, статистика этих экстрадиций, этих депортаций, она печальна. У нас есть убитые, у нас есть запытанные. Как правило, все эти люди проходят через пытки. Я буквально на днях работал с одним делом, да, когда, опять же, Германия, значит, просто-напросто похитила по российской традиции, вот ворвалась в дом, значит, похитила человека, да, выдала в Россию, да, этот человек 3 недели, его статус был как насильственно исчезнувший, да. После пыток, после всех, значит, издевательств, этот человек в данное время он на свободе, но все-таки ему угрожает опасность. И что я еще хочу сказать? Я хочу сказать следующее. Я не видел ни одного
из этих высылок депортации, экстрадиции, где по умалчиванию европейские власти не знали бы о том, что человек будет подвергаться пыткам или несудебной казни. И если и говорить обратно, это было бы большим лицемерием с моей стороны. И вот, так вот, возвращаясь к нашему депутату Европейского парламента, я хотел бы, чтобы она передала, или она поставила вопрос в Европейском парламенте от моего имени, от имени моей организации, в том, что невозможно ненавидеть и сотрудничать одновременно, да? Я не понимаю европейцев, которые говорят, что мы ненавидим Путина, мы ненавидим Кадырова, но одновременно туда выдают, значит, чеченских беженцев по надуманным, абсолютно надуманным каким-то предлогом. Для меня это, по крайней мере, необъяснимо. Вот. Мы, чеченцы, да, дела чеченцев, я считаю, это мое твердое убеждение, в первую очередь должны рассматриваться в европейских странах через призму их борьбы за свою независимость, чего я не наблюдаю. Вот у нас есть, в данное время у нас есть текущие дела. Это дело Гадаева, да, это дело Мамуева, да. Вы это все сами видели, да, то есть как бы этих людей просто-напросто выдают, и есть еще какие-то процессы, которые идут в Европе, да, результатом которого может стать как бы большую значит, высылку или выдачу этих лиц. Поэтому я не считаю, что с этим можно мириться, я не считаю, что это правильно, да. Это нарушает международное право, это нарушает национальное право тех государств, которые это осуществляют. Но опять же, европейские государства осуществляют большущее такое лицемерие, да, выдавая этих людей, да, изобретая какие-то обходные пути, так называемые дипломатические гарантии. То есть, я объясню, что это такое. Это такая бумажка на А4, вот стандартная бумажечка, полстранички, где пишется, вот мы Россия, да, мы обязуемся не пытать этого человека, выдайте нам его. И вот на основе этих бумажек европейцы выдают чеченских беженцев туда, на эти пытки, совершенно хорошо понимая, что это не защитит этих людей и не защищает, как мы сейчас видим сами. Вот. Поэтому картина довольно-таки прискорбная. Вот. Упрекать одного Путина, да, вот во всем в этом, да, я считаю, что это не совсем и уместно, и будет правильным. Вместе с ним мы должны упрекать тех, кто, в принципе, поддерживает из Европы, из Америки, возможно, поддерживает этот бандитский, этот террористический режим. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ахмед. Это наша общая боль здесь живущих в Европе чеченцев, и не только в Европе живущих, за границей. Потому что, да, выдача чеченцев – это… Я бы не хотела какими-то такими словами, но мы во всяком случае понимаем, что эта выдача – это значит гибель человека. И морально, и физически этот человек уничтожается. А если это борец за свободу, за независимость, или человек, который участвовал в сопротивлении, в военном сопротивлении, тем более для нас это огромная потеря и душевной боли. Я со своей стороны, сейчас у нас нет с нами Расы Юкнявичине. Я хотел сказать по поводу этого. Я хотел по этому поводу. Хорошо. Я со своей стороны обязательно напишу отдельное письмо Расе, чтобы она обратила на это внимание и чтобы она донесла до представителей европейских стран эту точку зрения. Аминат, подожди одну минуту, дай мне сказать. Амат, меня слышно? Да. Амат, то, что Амнат, как министр иностранных дел, напишет, это одно.
Вот, тебе надо написать, Анна тебе даст нужные координаты расы. Тебе нужно от своей организации написать письмо. То, что ты сейчас изложил здесь, это все нужно расписать и с конкретными датами, с конкретными фигурами, фигурантами дела, с конкретными доказательствами. Вот направить это расе, а она уже передаст это в соответствующий комитет. И только тогда на это может быть реакция. Поэтому вот в таком формате, в котором ты сейчас сделал это заявление, это не будет работать. Нужно сделать, подготовить письмо и направить. Координаты для этого Анна тебе перешлет. Все, я закончил. Анна, я побила. Да, спасибо.